Короче, этот дом, наш дом, это уже давно лакомый кусочек, земля это лакомый кусочек. И когда застройщик год назад предложил нам расселяться, конечно, они ссылаются на жилищный кодекс, но все равно это кабальные условия. Вот, мы тянули время, мы думали, что что-то там решится, суды шли, все, поэтому мы не выселялись из этого дома, там прописаны все. Вот. И когда случился про пожар, я что хочу сказать, что это поджог, мое мнение, что это поджог, потому что когда мы прибыли на место пожара, горело, мы подъехали 15 минут. Во сколько мы? Час 25 мы подъехали. Уже полыхал второй подъезд, с которого начался пожар. И кровля, у меня невестка жила на втором этаже, и кровля по всей протяженности была действительно виновных в этом пожаре. Второй у меня вопрос к пожарникам. Я умоляла. Я просила их. В квартиру они проникли, сказали, трупов нет. Я просила, обследуйте площадку, коридор второго этажа. Они меня уверили, что все обследовано, что трупов нет. Они лежали на площадке, размер которой 1,5 метра на 2 метра. Анечка, моя невестка, у нее метр 64. Многие сказали, что она лежала в горизонтальном положении, то есть она занимала всю эту площадку, внук лежал рядом, то есть мимо них пройти невозможно было, переступить, наступить на них, я не знаю, они бы обнаружили, если бы хотя бы вовремя обнаружили, пусть даже трупы, но они бы не обгорели. Они, я думаю, что на второй этаж... Соболезнования, в первую очередь. В 20-й квартире наши проникали со стороны Дзержинского через трехколенную лестницу, проверяли, зашли в квартиру, смотрели. Потом они, когда вот этой девушке 12 лет, пострадавшей, которая в реанимации, значит, да, обнаружили вот той же лестнице клетки, которые, где лежали тела ваших родственников. Они не дошли до этих погибших, потому что уже температура, которая там уже создалась, уже не смогли наши физически пройти через лестницу клетку наверх. Там уже огонь не позволял пройти. Чисто по температуре. Работали бы оперативнее, быстрее, слаженно, не было бы такого, то у них шланг путается, то они пока машину, я все это видела. Если бы была оперативность, слаженность в работе, этого бы не случилось. Они хотя бы вынесли тела не обгоревшие. Теперь я не могу даже гроб открыть, проститься с ними, потому что они обгорели. Она сразу меня увидела, естественно, потому что единственная поддержка в семье это только мы. Она кричит, бегу. Естественно, я бегу, я спрашиваю, что? Она говорит, пожарные постучались, сказали выходите. Вот мне объясните, почему не проводили женщину 78 лет с 2 детьми? И они шли, она сказала, Игу держалась за нее за юбку, младшую на руки. Шли, они упали, бабушке все лицо опухшее, мы вчера ее выписали, конечно, она угорела, младшая. Она уверена, что пожарные постучали, да? Да, постучали, разбудили, сказали, выходите, убегайте. Просто у меня вопрос, почему не сопроводили. Ладно, не сопроводили, ладно, бабушка выбежала, успела, видит, Игу нет. Я прибежала. Это с какого подъезда, с первого? С первого, третьей квартиры. Я потом прибежала, я говорю, девочка там упала, они меня выталкивают, я понимаю, что они не хотели, чтобы я туда заходила. Они меня выталкивают, они все стоят возле подъезда, я говорю, ищите на полу, она упала. Потом какой-то пожарник, я, конечно, их сейчас не узнаю, потому что они все были в одной форме. Он говорит, он меня уверил, что они вытащили, мы с мужем побежали искать по всему околотку ее, может, испугалась и это. Я столько времени потеряла, я лучше бы туда зашла. Я просто времени потеряла. А вытащили-то ее прохожие же. Почему пожарники-то? Нам же прохожие, которые ее вытащил, мы же ее понесли вот в скорую-то. У нас 3 остановки сердца, критическая кома. Нам дали день-два, ребенок сказали, умрет. У нас надежды нет, 75% ожогов. Запутаться можно те, которые даже живут. То есть это чистая комната, где там в 2-м подъезде. То есть там порядкового номера нет вообще. А когда задымленность и температура, там сразу, конечно... Наши работники не знают, где командир. Они меня минут 10 прошло, я искала командира. Они сказали, ищите командира, выясняйте, где ваш ребенок. Я еще поехала в Ажуровую уже искать. Я столько времени потеряла. Просто так ездила. Ну, по всем этим вопросам, которые вы сказали, мы служебку, конечно, проведем, официально вас пригласим и ответ. Да. Да. Мы